В современном мире правовая культура включает в себя систему мировоззрений, представлений, идей, знаний, ценностей, различные институты права и поведенческие отношения. Это Арман. Он учится в 3 классе и не знает законы. Если он нарушит закон, отвечать за его поступок будут его родители. Детям трудно разобраться в том, что можно делать, а что нет, и за какие проступки последует наказание не только от взрослых, но и от государства. Основная причина этому именно незнание прав и обязанностей. Правовая культура тесно связана с нормами морали и нравственности, поэтому родители Армана прививают в нем правовую культуру. Нельзя обижать других детей, нельзя драться с ними и неуважительно относиться к окружающим, нельзя портить, отбирать, красть чье-либо имущество, нельзя без разрешения заходить в чьи-либо дома. Правовая грамотность – это знание человеком своих прав и обязанностей, а также соблюдение их. А это Аида. Аида учится в университете на 4 курсе. В отличие от Армана, у Аиды больше возможностей, прав и больше обязанностей, ответственности. Аида совершеннолетняя и сама решает, как поступать, следовательно, сама несет ответственность за свои поступки. Она должна твердо знать свои права и обязанности, устраиваясь на работу, покупая жилье, заключая договоры. Чтобы избежать некоторых конфликтных ситуаций, связанных с незнанием закона, правовая культура складывается из уровня развития правового сознания гражданина, правовой деятельности и нормы поведения. Это Саят. Саят – бизнесмен. У него такие же права, как у Аиды и Армана, но больше обязанностей. Кроме определенных знаний правовой грамотности, Саят, будучи предпринимателем, должен разбираться в структурах государственных органов, знать процессуальный порядок практической реализации и исполнения норм права и процедуру их защиты. Это позволяет Саяту не опасаться за свой бизнес и вести дела на законной основе. Правовая грамотность – это четкое понимание своих прав и обязанностей в любом возрасте и в любой ситуации. А это значит, что если вы действуете в рамках закона, вы в безопасности. Если вы затрудняетесь в решении какого-либо вопроса в правовом поле, вы можете обратиться за помощью к квалифицированным юристам. Каждый гражданин имеет право свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам. Государство, в свою очередь, гарантирует и обеспечивает защиту его прав. Знайте свои обязанности и защищайте свои права. Незнание закона не освобождает от ответственности.